Как вы видите возможность, чтобы уберечь нашу молодежь от этой пропаганды, которая идет из этих соцсетей, из этого интернета? Этот вопрос волнует сейчас практически всю молодежь. Не только Ингушетии, но и мира. Международный терроризм задурманивает головы миллионов людей по всему миру. Эта беда может прийти в любой дом. Тем не менее, исключить пользование компьютером и мобильниками тоже не выход. Интернет – часть нашей жизни. Многие уже не представляют свою жизнь вне всемирной паутины. О том, как не стать жертвами вербовщиков, со студентами ИНГУ сегодня говорят представители Миннации Совбеза. Используйте этот же самый интернет не для того, чтобы оставить какие-либо комментарии под какой-то статьей. Я лично сам не помню то время, когда я где-то бы оставил бы комментарий. Вот ты иногда читаешь новости, да, на ту или иную новость, ты реагируешь по-разному, да, иногда эмоционально, но комментарии никогда не оставляю и свои эмоции оставляю при себе. Студентам еще раз напоминают, что необдуманный комментарий в интернете может стать поводом для разжигания межнациональной вражды. Такие встречи с молодежью проходят в нашей республике с завидной регулярностью и уже принесли свои плоды. Если в 2014 и 2015 годах число уехавших в Сирию составляло порядка 30 человек, то в прошлом году был зафиксирован только один случай. Сейчас молодые люди все чаще задумываются об опасности попасть под влияние террористов, как в интернете, так и на улице. Если мне и со стороны говорят те вещи, которые могут вызвать у меня сомнения, и я не понимаю, правильно это или нет, конечно, там можно как-то пойти, сделать вид, что это да, правильно, но я все равно как-то отгораживаюсь от всего этого. На сегодняшний день я придерживаюсь такой тактики. Может быть, это и неправильно, но соблюдаю, так сказать, не нейтралитет, а отгораживаюсь от всего того, что выходит за рамки моего понимания и вызывает во мне сомнения. Не нужно лишний раз заходить в такие сайты, сомнительные сайты, и когда вам пишут, например, что хотят познакомиться, и в ходе этого налаживается какой-то контакт, и в результате этого ты уже попадаешь под это влияние. Даже те самые молодые люди, то есть, которые работают, у них налаживается карьера. Актер, такой пример есть одного актера, он тоже попал под ИГИЛ, и там его убили. Терроризм и экстремизм – две глобальные проблемы человечества. На Северном Кавказе этот вопрос особенно актуален. Различные экстремистские и террористические группировки используют молодежь, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. С учетом появления новой угрозы для человечества, запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, нужно создавать все условия, чтобы молодежь не попадала под влияние террористов и помогать тем, кто попал в эти сети, отмечают на встрече. Вы знаете, такие мероприятия, они, конечно, приносят пользу, так как у наших студентов накапливается вопрос. На эти вопросы надо отвечать. То есть давать им адекватные, обоснованные ответы на каждый вопрос. Не стараться уходить от ответа, не стараться уходить от таких, не знаю, можно сказать, даже в кавычках, таких провокационных вопросов. Не может быть провокационных вопросов на самом деле. То есть ответ есть четкий, обоснованный, ясный. Когда молодой человек получает такой ответ, он уже занимает правильную позицию и даже, можно сказать, правильную позицию вообще по жизни, в своей жизни, делать правильный выбор. За 2017 год в Ингушетии было ликвидировано 13 активных членов незаконных бандформирований. Еще 36 боевиков задержаны, а также 2 склонены к явке с повинной. Также за 2016 год отмечено снижение числа посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и не было допущено ни одного теракта на территории республики. Чтобы ликвидировать на корню экстремистские наклонности среди молодежи, региональный Миннац, начиная с 2011 года, проводит различные профилактические встречи и беседы со студентами и школьниками, вовлекая представителей духовенства, активистов и госслужащих. Таких встреч, считают организаторы, никогда не может быть много. Амина Бокова, Рамзан Зурабов, Новости 24.